конце XIX века эта книга вызвала негодование в обществе. Ее копии усиленно скупались и уничтожались. Под угрозами изобличенных лиц и их покровителей автор был вынужден уехать из Уфы. Без всяких сомнений, очерки из жизни Дикой Башкирии изменили всю жизнь Николая Ремезова. Ремезов Николай Владимирович, писатель, публицист. Огромное значение для изучения социально-экономической истории Башкортостана во второй половине XIX века имеет также и художественные произведения. Работа Николая Владимировича Ремезова, который публиковал свой труд «Очерки из жизни Дикой Башкирии», были в сказочной стране. В частности, в этом произведении описывается факт преступного расхищения башкирских земель. Предисловие говорит о том, что многие чиновники, богатые купцы и так далее препятствовали ему в опубликовании этого труда. Но, несмотря на это, ни одного судебного разбирательства, ни даже косых взглядов он не встречал от тех людей, о которых он описывал в данной работе. Автор пытался издать книгу в 1884 году, но в Петербурге, где он к тому времени проживал, рукопись запретили печатать и положили навеки вечные в дело цензурного комитета. Основание – появление в печатном виде настоящей рукописи с такими обличительными статьями могло бы вызвать негодование в обществе. Но Николай Ремезов оказался изворотливей. Он изменил название рукописи, дополнил новыми фактами и, несколько исправив, отнес в Московский цензурный комитет. В 1887 году разрешение было получено, и книга вышла в свет. Как и предполагал цензор, книга получила широкий резонанс в обществе. Негодование было среди земельных спекулянтов и дельцов, чьи махинации и проделки при расхищении, урывании башкирских земель так ярко показал писатель. Его книга – образец художественной публицистики и смелой сатиры. Не ограничиваясь разоблачением деятельности отдельных чиновников, он осуждает всю колонизаторскую политику царизма. В предисловии автор делится с читателями, что в Уфе знаменитый книжный магазин Блохина не продает его книгу по личной просьбе одного из воевод. Ремезов также отмечает, что в книге содержатся голые факты с сохранением подлинных имен, мест и лиц. Нужно отметить интересный язык повествования, необычные сравнения и хлесткие заголовки.